Имя Даши Намдакова хорошо известно во многих странах мира. Несколько лет скульптор жил и трудился в Италии. Сейчас работает в Лондоне. В 2014 году к столетию единения Тувы и России открылась полностью реконструированная набережная реки Енисей, центром которой стал обновленный обелиск «Центр Азии». Это барашки, это целая отара, а основная отара вот за горой. Видите, да, вот это туда. Да. Это юрты, вот, дым из юрты заходит. В своих работах мастер стремится нарушить форму. При этом важно, чтобы это выглядело максимально убедительно. Даши Намдаков также отметил, что земной шар и 17-метровый шпиль со скифским оленем поддерживают ансамбль из 3 барсов, а не львов, как мы привыкли думать. И символизируют они 3 стихии – огонь, воздух и воду. Далее в Доме туризма состоялась дружеская беседа с журналистами, блогерами, художниками и скульпторами республики, а также теми, кто неравнодушен к творчеству скульптора. Даши Намдаков поведал о дружбе с министром обороны Сергеем Шойгу и о том, как рождалась идея скульптуры «Центр Азии». Познакомьтесь с главой республики, с группой людей, неравнодушных к своему городу, своей республике, Центру Азии. Вот, и мы начали мозговой штурм. И вот я вот как раз сходил в этот музей и посмотрел вот артефакт, который я уже знал. Я в Эрмитаже их видел, часть Аржана. И то, что я увидел вот здесь, вот эти вот пики, мне сразу в голову как выстрелило. Я понял, что вот не надо ничего искать, все лежит на поверхности. Надо просто собрать эти пазлы. В творениях скульптора обязательно сохраняется мистическая энергия и самобытность Азии. Тувинский комплекс не стал исключением. Над ним автор работал на протяжении года. Центр Азии – это памятник всем нашим предкам, которые кочевали в Великой степи. И этот памятник основан именно на вот этих вот находках Аржан. Какая культура, какая цивилизация была вот на этой земле. Я его делал, чтобы подчеркнуть, чтобы молодежь, которая живет в Туве, могла привести своих гостей и показать: вот, посмотрите, это наша культура, которая сотни лет. Разговор зашел и о том, что главная достопримечательность Тувы стала претенденткой на ее изображение на новых денежных знаках Банка России в 200 и 2000 рублей. Однажды, когда я был еще юным, мама сказала: нельзя сильно хотеть, потому что когда у тебя вдруг не сбудется то, что ты о чем мечтаешь, ты сильно будешь переживать. Поэтому Бог даст, будет. Председатель Союза художников Тувы Александр Баранма отметил, что учился вместе с Даши Намдаковым в Красноярском художественном институте. По студенческим воспоминаниям, что Даши, он трудолюбив, очень вдумчивый. Любое свое творение, тогда мы курсовые композиции, когда делаем, все просмотры, экзамены, буквально скульптурный факультет все набегались, смотрели, что он натворил, что сотворил на этот год, на этот семестр. Ну, конечно, старшекурсники там были, конечно, когда человек новое что-то, свою студенческую композицию вносит, это не принималось тогда. Но, видимо, человек творческий, он и тогда уже далеко предвидел, что творческую работу и курсовую работу все равно где-то надо свое внести. Александр Баранма узнает работы Намдакова по его особенному стилю и неповторимому звучанию. Отмечаю сейчас его все работы, такое-то изящество есть. Изящество линий, изящество объемов, пластика намного ярко выражается, чем в постановочных композициях. И сейчас вот это вот его уже выработанный стиль, он намного привлекает зрителей именно своим изяществом. Линии изящные, графичные, очень пластичные, декоративные, вот эти все элементы. Каждый элемент у него четко
соразмерно выражен. По окончании встречи директор информационного центра туризма Амакандар вручил известному скульптору документ, свидетельствующий о том, что мастер Даши побывал в центре Азии и является почетным гостем. Ну, учитывая, конечно, вот, что он здесь посетил географическую точку мира, разрешите вручить вот это свидетельство, подтверждающее, что автор вот этого произведения именно посетил сегодня вот эту скульптуру. Ну, пускай, что не 6 сентября, но тем не менее через 2 года прибыл и получил вот такое свидетельство за номером 004. Чинчик Ашпыкол, Буян Аюн, Беляки Кулар, телекомпания «Новый век».